Христофоров Иван Иванович, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории инженерной геокриологии Института мерзлотоведения Сибирского отделения Российской академии наук, член Общественной палаты Республики Саха-Якутия. С отличием окончил радиотехнический факультет физико-технического института ЕГУ по специальности радиофизика и электроника. Автор кандидатской диссертации по теме «Гидрорадиолокация донных отложений водных объектов суши». Лауреат Государственной премии Республики Саха-Якутия имени Ларионова в области науки и техники. Автор и инициатор создания Фонда поддержки молодых ученых Якутии. Отличник молодежной политики Республики Саха-Якутия. Докторант геологического факультета отдела геофизики МГУ. Автор более 70 научных работ и 3 патентов на изобретения. Почему мерзлоту называют вечной, если она тает? Вообще термин «вечная мерзлота», от него уже ушли. Это термин ввели еще в прошлом столетии. Сейчас его называют многолетние мерзлые породы, потому что ничто вечного, нету ничего вечного. Поэтому это все циклично. И какой-то период времени, вот я могу сказать, что наша Земля 2 раза полностью покрывалась льдом. Полностью. Это было давно, миллионы лет назад, но тем не менее, вообще в целом вот этот термин сейчас уже... Раньше он был очень популярный, потому что он вызывал такое очень воображение людей, что действительно вечная мерзлота. На самом деле у нас толщина мерзлота составляет там больше километра, чуть-чуть, севернее. В районе города Якутска это 250-300 метров. Что будет, если мерзлота в Якутии полностью растает? Во-первых, этого не произойдет так, быстро очень, потому что это действительно такой актуальный вопрос, который многих людей очень сильно тревожит. На самом деле, за каждым процессом похолодания идет процесс потепления. Это все циклично, то есть единственное, что периоды времени, они разные. Допустим, на нас очень сильно влияет Солнце. Есть 11-летний период, который достаточно такой выдержанный период, это цикл Швабы называется. Какая-то солнечная активность, она тоже влияет на температуру, которая в свою очередь влияет на мерзлоту. И таких циклов очень много, и когда они совпадают, то тогда начинается такой тренд к потеплению. Сейчас у нас вот такое потепление действительно идет. Когда она закончится, тоже есть много гипотез, много ученых там выдвигают. Есть даже такая очень ужасающая теория группы ученых, которые сказали, что к 50-му году наша территория поплывет, грубо говоря. На самом деле там не учитывает это моделирование, по сути, численное моделирование, которое не учитывает тот фактор, что наша природа сама, она восстанавливается, то есть она как живой организм. После каждого, допустим, пожара там идет интенсивный рост растительности, то есть она регулирует себя. Это не учитано в этой модели, поэтому другая группа ученых считает, что они неверны. То есть там несколько есть версий, но тем не менее всегда природа регулирует себя. Это тоже надо учитывать. Лесные пожары опасны для мерзлоты? Лесные пожары влияют на мерзлоту. Но лесные пожары были всегда, и еще до появления человечества. Они выделяют, конечно, углекислый газ, диоксид углерода, в атмосферу, что в конечном итоге тоже создает парниковый эффект и влияет на температуру. Но тем не менее, для роста деревьев нужен углекислый газ, они его потребляют. То есть это как круговорот воды в природе, также и диоксид углерода тоже он имеет такой Поэтому в целом наши коллеги из Института мерзлотоведения изучали этот процесс. То есть если сильный пожар, то мерзлота восстанавливается в течение 50 лет. Когда мы изучали низовой пожар, то есть это порядка 10 лет. К примеру, вот здесь недавно был низовой пожар в районе города Якутска, мы его исследовали. Там сезонно-талый слой увеличивается всего на 30 сантиметров, а когда его средняя мощность это 2,5-3 метра. То есть это незначительное увеличение сезонно-талого слоя, которое не сильно влияет на мерзлоту. Почему дома строят на сваях? Могут ли они полностью уйти под землю? Да, у нас строительство происходит по 2 принципам. Первый принцип – это когда сохраняют мерзлоту, и сваи стоят на мерзлоте, как на скальных породах, на коренных породах. И второй – это у нас есть пример 203 микрорайон, где наоборот мерзлоту убирают и строят как на западе, где нет мерзлоты. Безусловно, мерзлота нам нужна, и проводятся расчеты в зависимости от веса здания, рассчитывается как свайный фундамент, его длина, его
конструкции и прочее. Поэтому все наши здания, чтобы теплота от зданий не оттаивала мерзлоту, чтобы устойчивость здания была такая стабильная, поэтому мы применяем сваи. Почему останки мамонтов хорошо сохраняются в земле? Да, безусловно, Якутия, как и весь северо-восток России, является кладовой. Порядка 90% уникальных находок находят именно в Якутии. Конечно, это связано с мерзлотой. Как я уже сказал, что на севере порядка километра это у нас мерзлота, мерзлые породы. В том числе и в арктических территориях эти находки, они, допустим, в зависимости, каким образом это произошло. Если животное упало, допустим, в трещину и залилась водой и замерзла, то тогда, конечно, она сохранность очень высокая. Если же все-таки она погибла и на поверхности, то такие находки, конечно, не сохраняются, потому что это поздний плейстоцен, это порядка 20 тысяч лет назад, то есть это все равно все кости, и даже бивни мамонтов тоже, они, конечно, выветриваются ветром, выветриваются климатом. Поэтому находки уникальны, они связаны как раз с тем, что они попадают в какие-то трещины и замерзают. Почему вы именно выбрали мерзлотоведение? Вообще, я сам геофизик, то есть у меня базовая специальность это радиофизика, потом я ушел в геофизику в части георадарных технологий, потому что они применяют электромагнитные волны в среду. И это же очень интересно, потому что как можно Землю просветить до 30-50 метров. Для меня это вызвало такой неподдельный интерес, я начал этим заниматься. А в мерзлотоведении я пришел к тому, что именно в мерзлоте, допустим, применение геофизических методов, методов, которые изучают Землю, они имеют специфическую, необходимо разрабатывать новые методики, новые технологии, потому что здесь свойства, электрофизические свойства грунтов, сама петрофизика, она совсем другая. И поэтому мы здесь живем на нашей территории, мерзлота будет всегда, это 65% территории России и порядка 30% территории вообще земного шара. И в других планетах тоже есть лед, криосфера и так далее, поэтому это очень актуальный вопрос. И мне очень интересно этим заниматься именно на северо-востоке России. Как осадки влияют на вечную мерзлоту? Осадки, к примеру, если вернемся к пожарам, основные причины пожара это сухие грозы. Сухие грозы, они образуются по двум причинам. Первая причина это когда засушливый, очень сухой климат, влажность очень низкая и температура высокая, порядка более 28 градусов Цельсия. Поэтому климат очень сильно влияет на осадки. В свое время осадки тоже влияют на мерзлоту. К примеру, пожары, которые образовались из-за сухих молний, и, допустим, молния ударяя в дерево, возникает пожар. И это все такая совокупность. То есть это только единичный случай, это субъективно, что пожары влияют. Конечно, осадки, у нас, к примеру, здесь сухой климат и осадков мало. Осадки также влияют, в том числе, когда выпадают в зимний период, в холодный период, это снег. Снежный покров, он тоже влияет на мерзлоту, он имеет такой отепляющий эффект. Примерно теплопроводность его равна дереву. Грубо говоря, если у нас мощность полметра, так представьте себе, как будто там древесина лежит полуметровая. Конечно, и холод проникает хуже, то есть меньше промораживается. И в свое время, и летний, когда летом, весной уже солнечная активность высокая, снег позволяет отражать, имеет отражательную способность очень высокую, альбедо. Таким образом солнечные лучи не проникают и не растают. То есть это природа также предусмотрела, как и живой организм. Почему надо изучать вечную мерзлоту? Вообще для устойчивого освоения Арктики и территории сплошного распространения, то есть на территории кальдитозоны, безусловно, надо изучать объект, потому что в первую очередь это, конечно, инженерное приложение. К примеру, при освоении новых городов, при освоении полезных ископаемых, это крайне важно, потому что, грубо говоря, много происходит аварий. Последняя авария связана как раз Норильский резервуар обрушился из-за того, что как раз свайный фундамент в одном месте, там была протечка, именно талые, грубо говоря, подземные воды немножко уменьшили температуру и мерзлоту, и край резервуара немножко просел, и таким образом он разрушился. Также много аварий происходит и в подземном, при разработке именно в подземном варианте шахты и прочее затапливаются. Тоже это связано как раз с подземными водами, межмерзлотными водами, которые у нас находятся в виде рассолов именно в мерзлоте.
За ними надо наблюдать, чтобы не было таких серьезных аварий. Это касательно добычи там, полезных ископаемых. А также касательно инженерных сооружений необходимо также проводить мониторинг, не только изучать вот этот объект как вообще как фундаментальная наука, но и в приложении именно, чтобы наши здания, человек не сталкивался с серьезными проблемами, которые бы принесут такой социально-экономический ущерб. Как сохранить вечную мерзлоту? Это такой, наверное, скорее всего, философский вопрос, потому что, как я уже сказал, циклы очень большие. Чтобы полностью растаяло, это должно пройти там несколько сотен, наверное, тысяч лет. А нам необходимо просто именно в верхней части, потому что инженерка, она как раз до метров 15, до 20. Вот это мы должны следить. И такие уже технологии есть. Это есть СОУ, есть такие специальные, их называют термосифоны. Многие, наверное, жители города Якутска видели конструкции железные в виде V-образные, либо такие металлические, которые стоят возле здания. Они как раз замораживают, к примеру, там произошла утечка угла здания и температуры изменились. Необходимо как раз устанавливать такие термосифоны, которые регулируют температуру грунтов основания. Грубо говоря, они замораживают территорию, где стоит свая. Таким образом, мы можем регулировать, сохранять мерзлоту там, где нам нужно, а сохранять ее там, где нет человека, допустим, у нас очень большие территории, где не освоено, не имеет смысла, потому что природа, она сама себя регулирует. Глобальное потепление влияет на мерзлоту? Да, это, конечно, весьма очень такой серьезный вопрос, потому что вот Парижское соглашение в 2015 году как раз там вызвало общественный резонанс. Это сообщение Международной комиссии по климату, экспертной комиссии, и прям так и было написано, что повышение температуры, глобальное потепление на 1,5 градуса. Да, тренды сейчас последние 40 лет действительно растут. Есть 4 основные причины потепления климата глобального. И только на один из них влияет человек. Считается, что мы создаем парниковый эффект на Земле выбросами углекислого газа, и других газов. К примеру, большая двадцатка стран, которых развитых, она производит 80% выбросов. И поэтому вот эти соглашения, кстати, как раз в эти дни будет проходить конференция ООН по климату. Это она проводится раз в 5-6 лет. И там как раз они выделяют квоту на выбросы для таких передовых стран, чтобы они постепенно уменьшали выбросы путем замены энергоносителей, допустим, ветровая, солнечная энергия, то есть возобновляемая энергетика, альтернативные источники энергии, таким образом уменьшая выбросы в атмосферу. И это действительно на это человек влияет. Но насколько это влияние, это, конечно, также продолжаются исследования, потому что в целом космофизические, астрофизические наши планеты, звезды влияют, особенно наша ближайшая звезда, это Солнце, сильно влияет. Также в том числе и гравитация, в том числе и вулканы, в том числе очень много влияний идет на климат. Поэтому это все ученые безусловно изучают и прогнозируют до ближайших 50-100 лет. Поэтому климат безусловно влияет, но не так прямо критично, как и некоторые в обществе его не рекламируют, а обсуждают. Спасибо за ваши вопросы. Действительно, вопросы очень актуальны, и если их действительно задают дети, то это такие наши уникальные таланты, которые в будущем могут стать большими учеными. Я пожелаю нашим детям, чтобы они занимались наукой, интересовались наукой, потому что это очень актуально, интересно. Открываются границы все, потому что нету границ у науки, то есть это международное. Поэтому больших успехов ребятам и хороших оценок и счастья в жизни.